полетит. А, присущи до нас к кризам тогда. Баба Дина. Это люди с фабрики СТ-самолетов. Они приехали вот именно инсталлировать поплавки на СТ-самолет. Это будет единственный? Это будет пока первый единственный двухместный ультралегкий самолет во всей Прибалтике на поплавках. Кого? Фабрично изготовили. Поплавки, нет, поплавки через самолеты. Немецко-украинский? Немцы изобрели, сделали и сделали потом фабрику. Вен жопі подаря фабрика Украиной, до Барионова там поставили. И дому поклав за тебе не повіса. Жіно? А галкон так твоє? Шарца знаете? Я слышал так, что сейчас, но если когда-нибудь встретите, передайте с Литвы от честного старца Саулюса. Привет. Наш очень хороший он друг, бывал здесь в Литве, все, гуляли, пили. Пили, да. На мое день рождения, 50 лет прилетал, 20 лет. Он ну, думаю, что никак не прибавляет. Нет, то, что не прибавляет точно, занимает километров 60 максимальной скорости. Šeštadienį gal jau į vandenį bandysim nuleidinėti. Tai čia nesenai skraidė toksai objektas. Čia amfibija, ten lengvų sportinių klasės, ten šešiavietės skaitos. Ir kuri bozuojasi? Mane gali laivoje. Tai ten ir ratai yra, ir ratukai reiškia, ir... Sparnų ratai suleidžia. Nes galvojau, čia bandė variklis viršui. Gabaliuką įmėlė, žinai, kai kada pagyvina labai tą. Aš žinau, kad aš gebėsiu, kad jau man planuoju. Ir kaip daliau keisis... Čia viskas sudėjo, hidraulinė yra kompas, rankena, išsipumpuoja, įsileidžia arba įsitraukia ratą. Madėt vistos pompos, čia įsitraukinės su šitą rankenėlę vairai, reiškia vandelė. Ant vandens, kada reiškia plaukia. Aš tai žinai, dar ant garnių buvau padaręs sparną povandeninį. Я на своем самолетике одноместном, Гарник был такой, если вы знаете. Я честно, это часто называли. Сделал подводное крыло. И так у меня 25 лошадиных сил. И я никак не мог поднять его с воды, оторвать. Так я сначала скатил. А потом уже взлетал. Между прочим, его отец все испытание проводил. Вот. А потом я сделал это, как у стрелы, подводное крыло, и легко мы тогда уже взлетали. Ну, не так легко, конечно, 25 лошадиных сил, но все же взлетали на подводные. Вы видели, ребята, фотографию, вернее, с этим самолетиком у меня в офисе, помнишь, показывал, там, где на зимой, потом... Это у него главный испытатель был. Это вот, значит, Гарника. Они как раз... Анмарию там есть.
Jeigu paklausčiau, atrodo, jisai... Да, волна не Конечно, волна заливает. Но я и имею опыт с поплавками, я их, наверное, изготовил, сам усматриваю, я делаю поплавки, примерно 5 миллиметров пенопласта. Твердый такой, 4, кажется, он был. А потом, значит, тонким стекловолокном обволакивал. И все кронштейны привязывал, стеклолист протягивал через эпоксидку и пришивал, так сказать, дело. И металл тоже, я ему смогу дать, ну, на диске записано это все, как летает, один поплавок, пробовали катером, буксировали, все, как взлетает. Конечно, можно сказать, летали так у нас. Ну, счастливо. Спасибо. Счастливо работать. Nu, matai, čia irgi buvo labai įdomu pakalbėti. Ne. Nuostabu. Svarbiausia, kad vat taip ateina ta viršūnė, kur pamatai nuo jos. Aha, už mes bandėme daryti, gal darėm, gal neišėjo, gal išėjo.